Зарплаты в Таджикистане растут, а уровень жизни падает. Как это работает? Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана каждый год заявляют о развитии экономики, росте валового внутреннего продукта, ВВП и повышении доходов населения. Но люди говорят, что не чувствуют улучшения жизни, а номинальное увеличение заработной платы съедает инфляция. Шахло Мусаева, учительница таджикского языка и литературы в школе номер 108 города Душанбе. Ее месячная зарплата составляет 1850 самани, около $170. Этой суммы хватает только на покупку продуктов питания на месяц. Но жизнь ведь не состоит из покупки только лишь продуктов, говорит она. Кроме этого, надо оплачивать коммунальные расходы, покупать одежду и тому подобное. У Шахло 3 детей, дочь студентка вуза, а сын оканчивает школу в этом году. Если в семье есть студент, расходы увеличиваются, а если она учится на договорной основе, становится еще сложнее, говорит Мусаева. Она понимает, что семье нужны сбережения для образования детей или на какие-то непредвиденные ситуации, но это невозможно сделать с ее доходами. Мы иногда вынуждены брать кредит в банке, говорит она. В то же время Мусаева подтвердила, что их зарплаты постепенно увеличиваются на 10, 15 или 20%. Но этот рост практически не заметен из-за инфляции. ВВП Таджикистана за последние 22 года вырос более чем в 13 раз. По мнению экспертов, ежегодный рост ВВП не оказывает ощутимого влияния на уровень доходов граждан Таджикистана. Они больше растут за счет других факторов, прежде всего переводов трудовых мигрантов. В соответствии с законом Республики Таджикистан о прожиточном минимуме каждые 5 лет правительство принимает методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социодемографических групп населения в Республике Таджикистан. Рекомендации содержат перечень из 11 продовольственных товаров, в том числе хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты и другое. В группе непродовольственных товаров указаны одежда и обувь, верхняя одежда, школьные принадлежности и тому подобное. Также в рекомендации включены коммунальные услуги, в том числе водоснабжение, канализация, электроэнергия и тому подобное. Однако многие граждане, прежде всего работники бюджетной сферы, говорят, что заработная плата недостаточна для удовлетворения этих требований. Министр экономики и развития и торговли Таджикистана Завки Завкизада на недавней пресс-конференции заявил, что рост цен на продукты и топливо происходит во всем мире. По его словам, в 2022 году, независимо от влияния внешних факторов, приведших к беспрецедентному росту цен на продукты питания и топливо во всем мире, в Таджикистане удалось удержать инфляцию на стабильном уровне 4,2%. Министр уточнил, что это связано с небольшим ростом цен на продовольственные товары на 5% и непродовольственные товары на 4% и услуги почти 2%. При этом, по данным Всемирного банка Международного валютного фонда, в 2022 году инфляция в Таджикистане составила 8,3%. Завкизада назвал 2022 год сложным в мировой экономике, и, по его словам, даже в развитых странах уровень инфляции за последние 40 лет был самым высоким для этих стран. То есть прошлый год был действительно тяжелым для мировой экономики, и не только мы, но и многие другие страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен. В некоторых странах в 2022 году уровень инфляции достиг 65, 52 и 25%, подчеркнул он, но отказался назвать эти страны. Завкизада объяснил подорожание некоторых продуктов сезонным фактором. Это временно и вернется в исходное состояние. Нур Сафарова, эксперт по экономическим вопросам, говорит, что уровень жизни людей зависит от разных факторов, и он определяется не только ВВП. Первый и основной фактор – все люди разные, и все имеют разные навыки и способности, умственные, физические, а также определенные моральные и общественные ценности. Говорить о ежегодном росте ВВП на 7-8% не означает, что от этого роста всем будет хорошо, заявил Сафаров. По его мнению, основную роль в росте ВВП играет сейчас промышленный и сельскохозяйственный сектор в стране. Также важным фактором увеличения ВВП являются инвестиции Китая в горнорудную промышленность Таджикистана. По словам Сафарова, важно смотреть на финансовые потоки в определенных секторах экономики. В этом контексте можно предположить, что большая часть доходов, которые получает Таджикистан, определяется среди 1-5% населения, так называемой финансово-промышленной элиты, которая имеет доступ к политической власти, финансовым ресурсам и принятию ключевых решений, отметил эксперт.
Остальным 95%, по его мнению, приходится жить за счет своего подворья и мелких ферм, занятия мелким бизнесом, розничной торговли и очень большим потоком трудовой миграции. К сожалению, в Таджикистане за 30 лет независимости произошло очень сильное расслоение общества на бедных и богатых. А социальные инструменты, заложенные в государственном бюджете, обеспечивают лишь чрезвычайно минимальные потребности, особенно в социальном секторе образования и здравоохранения, считает Сафаров. А как вы относитесь к такой ситуации? Чувствуете ли вы на себе улучшение? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.